Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в воровскую пьяницу. Воровская пьяница — это простая карточная игра на взятки, которая является разновидностью карточной игры пьяница. Так что, если вы умеете играть в пьяницу, вы легко научитесь играть в эту игру. И поэтому я расскажу только отличия этой игры от обычной пьяницы. Итак, во-первых, как сказать, первое отличие — это присутствие джокеров. Используется обычно черный и красный. Так что да. Ну и вы можете решить до начала игры их силу. То есть, будут ли они сильными или слабыми по старшинству. И какой джокер будет сильнее, и какой будет слабее. Так что да. И да. Короче, да. Джокер используется. И это значит, что для игры нужна колода из 54 карт. Так что да. Ну и колода из 52 карт всегда используется. Так что да. Итак, и второе отличие это... Так, дайте вспомнить. Второе отличие... Короче, сейчас я вам его покажу. Короче, допустим, у Димона, у него... Ну, короче, вот такая стопка полученных карт. То есть он мои карты побил там, не знаю, побил. Короче, мои карты побил и получаю себе вот сюда в стопку. И, короче, тут стопка полученных карт, она всегда видна. И она никогда не ложится в самый низ первой стопки. Она всегда кладется рядом в открытую. Так что да. И еще, если... Сейчас я найду... Короче. В общем, есть еще третье отличие. Как сказать? Короче, четвертое. Если у меня, если я положу, если я, как бы это сказать-то, если моей высшей картой вот этой стопки моей первой окажется с рангом, который соответствует с высшей карты стопки полученных карт противника. То есть там Димон, например, он мою девятку убил, девятка у него высшая карта вот тут, и у меня вот тут попалась девятка. В таком случае я могу вот всю эту стопку себе забрать и превратить ее в свою стопку полученных карт. Так что да, это вот так работает. Но игрок не обязан так делать. Он может вместо этого просто положить карту, чтобы ответить на вражескую карту. Так что да. Ну и пятое отличие. Если произошел спор, то есть ситуация, в которой попались несколько карт одинакового достоинства, обычно две, тогда вообще тогда выкладывать не одну карту рубашку вверх, а три. И после этих трех карт выкладывают еще одну карту рубашкой вниз. Владелец самой старшей карты забирает все карты,
А может произойти так, что опять будет одинаковый ранг. В таком случае повторяется процесс. И так до тех пор, пока кто-нибудь, когда кто-нибудь не положит самую старшую карту. То владелец той карты забирает абсолютно все. Так что да. Ну и шестое отличие я должен был рассказать намного раньше, где-то вообще в начале этого видео, но вспомнил его только сейчас. В обычную пьяницу можно играть только вдвоем и вчетвером, но в эту пьяницу можно играть еще втроем. Но больше четырех игроков уже не может участвовать, так что да. Ну и на этом все. Больше отличий нет. В остальном воровская пьяница играется точно так же, как и обычно. Так что да. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в воровскую пьяницу. Ее еще вроде называют воровской войной. Или же воровской битвой. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.